Здесь собрались эксперты кинематографического сообщества. В рамках круглого стола говорят о стратегии развития северокавказского кинематографа, выработке предложений по развитию регионального кино, привлечении инвестиций. Открывает встречу министр культуры и туризма республики Залина Льянова. В своем выступлении она подчеркивает системную поддержку, которую оказывает регион для развития кинематографа. Я надеюсь на дальнейшие очень позитивные перемены именно в развитии кинематографии на Северном Кавказе, а в частности в нашей республике. Для подготовки кадров в регионе уже создана серьезная образовательная база. Работают 2 школы креативных индустрий. Более 100 учеников осваивают здесь самые современные профессии – от звукорежиссуры и создания визуальных эффектов до 3D-анимации и видеомонтажа. Это инвестиция в долгосрочное развитие кино. Принципиальное значение в этом процессе имеет тема квалифицированных кадров. Без высококлассных мастеров, соответствующих запросам современной истории, достойное кино создать невозможно. Поэтому их подготовкой нужно заняться безотлагательно. Генеральный директор кинокомпании «Каро Премьер» Алексей Рязанцев заявил о готовности рассматривать Северный Кавказ как перспективную площадку для кинопроизводства. Ключевая задача, чтобы талантливая молодежь получала качественное образование и возвращалась на свою малую родину. Стоит подумать над спецкурсом, который стоит набрать в ВГИКе, национальный курс, чтобы ребята, так сказать, выпускники ВГИКа потом возвращались сюда, в Ингушетию, и могли приложить свои знания уже, так сказать, на поле, так сказать, профессиональном поле деятельности в республике. Двигателем местного кинематографа уже 11 лет служит международный фестиваль «Золотая башня» – единственный кинофорум такого масштаба на Северном Кавказе. Он не только собирает гостей из десятков стран, но и дает путевку в жизнь ингушским авторам. Поддержка государства 100% необходима, помимо, ну скажем, местных властей, чтобы на это обратила внимание центральная власть. Потому что, кино затратное дело. Кино затратное дело. Требуется, конечно, нормальное финансирование. И тогда, потому что по тому представленному на этом фестивале на Золотой башне картин видно, насколько сильные есть творческие кадры. Им надо дать возможность реализоваться. В современном мире кино – это мощный политический инструмент, своего рода мягкая сила, подчеркнула политолог Карине Геваргян. По ее словам, Северному Кавказу крайне необходимо создавать свои нарративы и образы. Правильно выстроенная киностратегия позволит не только развивать туризм, но и укрепить позиции региона на международной арене, формируя объективную картину о его жизни и потенциале. Я думаю, что именно здесь возрождение национального духа, возвращение к национальным этическим идеалам в рамках, в том числе, общероссийской тенденции сохранения традиций, но сохранение традиций именно в таком подлинном состоянии, я думаю, это будет возможно. Круглый стол стал практической площадкой для выработки конкретных решений. Участники договорились о подготовке дорожной карты по развитию киноинфраструктуры в регионе и дальнейшем сотрудничестве. Ожидается, что обговоренные предложения поспособствуют созданию востребованных кинолент и притоку туристов на Северный Кавказ. Амина Зязикова, Рахман Экажев, Магаз 24.